Добрый день, уважаемые односельчане, уважаемые гости. Очень приятно видеть вас в этом прекрасном, светлом, теплом зале. Сегодня для нас очень важное событие происходит. Как мы уже видели, с нами повстречался, нашел время в своем плотном графике временно исполняющий обязанности главы Чувашской Республики Олег Алексеевич Николаев. Побывали депутаты Госдумы Аксаков Анатолий Геннадьевич и депутаты Госсовета Ермолаев Кирилл Владимирович, Мешков Олег Владимирович, также был Семенов Сергей. Это очень важно для нас. Если говорить о сегодняшнем мероприятии, 140-летие в честь со дня рождения Алексея Афанасьевича Кокеля, проведение этого мероприятия на таком уровне говорит о том, что его имя живет. Благодаря ему тут уже смело можно говорить, что имя Кокеля стало своего рода брендом не только для Тархан и Батыревского района, но и всей Чувашской Республики. Это для нас очень отрадно. Пользуясь моментом, хочу выразить благодарность всем тем людям, которые помогали провести вот это мероприятие. Еще раз повторюсь, это для нас очень важно. Звание «Почетный гражданин села Тарханы» присваивается Владимиру Александровичу Васильеву. Почетный гражданин села Тарханы присваивается Николаю Петровичу Сергееву, внучатому племяннику Алексея Афанасьевича Кокеля. Вперед, пройти немного вперед и запечатлеть данный момент на долгую память. Да, пожалуйста. Хизепля Ялышцы, уважаемые односельчане, гости, я не только родственник Кокелева. Так сложилось, что я служил в армии в Харькове. Когда во время службы, а также после службы в армии несколько раз заезжал, когда еще была жива жена Алексея Афанасьевича, Анна Афанасьевна, очень хорошо знаю и жизнь, историю Алексея Афанасьевича. Уважаемый Владимир Александрович, он в архивах работал, а я больше с Анной Афанасьевной в свое время, во время службы. И хочу вам сказать, что историческая правда такова, что предложение это было мое, потому что я все знал. И вот в 2004 году землячество Батыревского района происходит у нас в Чебоксарах. Я вот Володе говорю, ты пойдешь, не пойдешь? Пойдем вместе, договорились.
И тогда я ему говорю, вот такое дело, у нас такой, значит, художник великий есть, фамилия такая, туда-сюда, он до этого еще и не знал. Сразу, значит, вместе с ним, давай будем работать, чтобы проводить. Вначале еще только 125-летие хотели, а это уже проведение пленэров, это уже следующий этап пошел. Поэтому не думайте, я очень рад, что работа эта оценена вами. Еще один нюанс хочу сказать, что дом это нашего деда, вот который сейчас собран новый. Скажу откровенно, это, как бы скажем, историческая, правда такова еще, справедливость восторжествовала. Дом вернулся на свое место. Спасибо большое. Огромное спасибо нашим почетным награжденным, почетным гостям. Просим вас занять ваши почетные места в зрительном зале. Мы продолжаем. Литературному критику, поэту, кандидату филологических наук, заслуженному работнику культуры Чувашской Республики Александру Ивановичу Мефодьеву, заслуженному художнику Чувашии, члену, корреспонденту Петровской академии науки и искусства Александру Владимировичу Ильину, члену Союза художников России, преподавателю Чебоксарского художественного училища Константину Викторовичу Кокелю, композитору, заслуженному работнику культуры Чувашской Республики Николаю Лазаревичу Ереванову. Всех приглашаем на сцену. Добрый день, уважаемые сельчане и гости. Вы знаете, в этот знаменательный день я вот как от Союза художников Чувашии хочу поздравить вас с выдающейся датой и с большим огромным праздником. Не каждое село может похвастаться и гордиться таким праздником, таким великим художником и созданием такого музея, потому что музей такого масштаба, это, вы знаете, в селе это большая редкость. И вот сегодня, я уже знаю, что находится в музее, вы знаете, вот здесь же приезжают уже в течение 10 лет художники, и достаточно известные художники по всей России. И вот работы Зуфара Гимаева, какая шикарная коллекция портретов здесь представлена. С Крыма Ковтун, здесь очень много работ его находится. И также известных чувашских художников и со всей России. Но вот сегодня удостоилась такая возможность сделать небольшой тоже вклад от себя, от нашего союза. Вот небольшой этюд. Вот. Большое вам спасибо. Здравствуйте, братья и сестры. Я очень рад, что нахожусь на этом большом празднике. Родом из Порецкого района Чувашской Республики. Сейчас живу в Новочебоксарске. И вот по поручению музейщиков республики, как руководитель одного из центров музейных республики, передаю горячий привет тархановцам. А от себя лично, как от художника, хочу подарить небольшую картину. Когда мне Владимир Александрович предложил вместе с ним поехать на этот праздник, я, честно говорю, задумался, а что подарить. Ну, спросил, а река есть там? Нету. И я вспомнил детство. Весна. Сура выходит из берегов. Выглядываю из окна избы, а мимо плывет баня. Мы, дети, ждали вот этого времени года. На льдинах плавали, на лодках, на ботниках. И потом я вспомнил фразу великого Льва Николаевича Толстого. По его мнению, самое большое счастье для человека – это возможность общения с природой.
меня знаете, чем поразила эта фраза? Слово «возможность». Задумался, а почему он так сказал? А теперь понял, когда вот мне уже почти 70, я понял смысл этой фразы, потому что мы сейчас живем, ну, в городах и природу видим по телевизору или в телефоне. И поэтому вот этот кусочек счастья я решил подарить вашему музею согласно фразе Льва Николаевича Толстого. И еще один подарок. Он родился не случайно, а может и случайно. И здесь присутствуют уникальнейшие люди. И вот я с детства помню и люблю Николая Николаевича. И то дело, которому он посвятил свою жизнь. Рад видеть и дарю музею его портрет. И на закуску, пока ехал, родилась такая идея, и прямо в машине начал серию портретов выдающихся художников, извиняюсь, выдающихся людей Батыревского района. А у меня с собой даже он начатый портрет Льва Пантелеймоновича. Этот портрет тоже будет в этом музее. А портрет Николая Лазаревича у меня уже готов. Он сейчас на выставке. После завершения выставки он перекочует тоже сюда. Счастья вам! Хизепле Кюржузем, Люжен Кюржузем, между сенеп Бурмагер Жихалади, Сагурики Тулдарагана Бурмагер Жихалади. Шак Сагурники Тулдарни Шагнам Маланде, Ебе Кунда, Хам Ширна Шак Кокеле Юраса, Хизеплезе, Ширна Кеве. Хаман маршрутка шле бросаларна. Кемегия. Тогда библиотека, да, малази клуба, малази дворец, дом культуры, малази зевтины, халь может быть. Владимир Александрович, кому должна я мачукши машины бедне? Кайран. Пусть не месте, коллеги, сагрудники влагаль марадил. Сейчас изигили. Я бы шаг кокелехи зеплезе, Юришан де пузадухры, кемиже юкалла. Астумаскалла грелли или вон биришули вон биришул были как раз поколен темьежу шат торжественной гизе шубушагарм наверное удачи мало будет кеве пробивила Мария она как она гимн беши заводом она вон ну мана улушек самогзеле сирма Сюрдабаде Александр Иванович Владимир. Вот сейчас уже, наверное, халики зигрете спальни ман хаман челгеша пардаку гурмагда, шамун Александр Иванович ман калазиват створзалаш. Турган ана 3 сомлыта мухтавны ял, пулдарулда ищенжинзен сержие, Кунда сирмадырда Павлович Бедину Мажуралзевичне, генерал земде бурзирен, шаржин десем, пизик шаржин десем, шахсем, педагог сем, езер сирен ял шамбеги шахтавралых, пултарулых, шиндесин десидиндері метпеди өзік түбеғылына. Эберетлерах пулдарулых енди азнас пузасын бизия балана галапар. Писатель сем, художник сем,
композиторзем. Вот композитор Анатолий Алексеевич Петров. Пиде Совет Саманинде был композитор Зенджель Барибулна. Примерно роман, Калашкин был. Шамбегек Ильяс Пизасын, вот литературный Ильяс Пизасын. Уйрама Совет Саманинде Арсентий Андрей поэт был Лохотцер. Университет Сахалинда был, Сахалин Сарзинде. Вот Кушманов Николай Идилаев, мотор Хальхим Ватрикулар Совыш, менде исленди чухне, авангард жатырасынан жүргөн собеседник мой, хадырлерим хал педе, янрасы дратун жазы. Поэма сенде жерде, Гоголь сенде, Яковлев сенде, хитраса мазембур. Василий Кербен сирин школ видео тохында сороханза, нумай турханда ундагти мен сенде собеседник бар. Только менде вам заран сирин школ видео тохында нумай собеседник. Ну, Павлах, всякую дорогу ширинзем бушинченде, аян асымны, аян халалан уявын, хучизбенде бір геройзем, кокилзем, питержбе шөллебезем, темле тодырлизембе, сюлле курынза, мындуза траще, палырза, сюлле курынза траще. Вот при сваблық тенденде, чергюбе, тур тенденде ғалы бір палы мен болына разрешительный шумда молодцы курны зитатылны тепри менде живопись, менде худ менде сонлық искусственде, сонлық өнерінде. Ебір менде каларинде Николай Лазаревич юратса хизеплезе юрозирдымыр зырнама лидлер ко юрожан бегих мне Яклашкин дерсивраган ансамбльде ширса ядратса патемде Шубашкарда Палах Кокель ятевал Кокель был, Чеважин, Турханин, здесь Мухтави Марбл, Чеваж, Адрей районе Мухтави деген Марбл, потом Чеваж Халахин Мухтави, потом Россия, Юнер Мухтави, числияте, вот. Сирия, Панхуя, Патюндерина, Саламбладем, оно же взял суммата, полностью ссылку. Слово предоставляется президенту Общества дружбы и сотрудничества между народами Чувашии и Палестины, доктору Басаму Фатхи Аль-Балауи. Добрый день, дорогие друзья. Хахла Велташзин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Я очень рад сегодня присутствовать еще раз в Тарханах. Это третий раз я приезжаю на этой замечательной земле. И вообще меня оставила в Советском Союзе и в России Батрева. 9 лет до этого жил в Советском Союзе и не думал, что я должен остаться здесь. Уже для меня было назначено место работать послом по решению президента покойного Арафата в одна из африканских, Северной Африки, арабских стран. Но влюбился в батревскую девушку в Москву, и так она привела до чувашской земли. И потом второй батревский человек, с кем я познакомился, это ваш легендарная личность Лев Пантелеевич Кураков, академик, уважаемый. Не буду перечислять все его звания, достаточно сказать, что он адрес чувашского народа. Не обязательно быть королем, не обязательно быть президентом, не обязательно быть... Нужно быть человеком. Нужно делать хорошие дела, чтобы... Вот как Николай Николаевич Дроздов, он адрес Советского Союза. Я сколько слышу про Советский Союз, его связывают с Советским Союзом. А что он такого сделал? Он просто всегда
такие передачи вел, которые внесли любви в каждом доме, в детских сердцах, материнских сердцах. Он внес покой в каждом доме и любви. А Кокель, которому сегодня 140 лет, это великая личность. Народы, которые не чтят своих великих людей, они исчезнут из истории. Кокель будет жить. Все враги России могут быть уже исчезнут. И США исчезнет. А Кокель будет жить. Тарханов старше. Если США 200 лет, то Тархане более 300 лет. Когда в Тархане была цивилизация, еще Христов Колумбус не открыл Америку, не была создана Америка. Хочу сказать, дорогие друзья, что богатство каждого народа, любого народа, не измеряется в количестве добываемых столько миллионов баррелей нефти, или сколько кубических метров газа, или сколько там золота, или сколько серебро, или сколько жемчужина, а именно выдающихся талантливых людей, которые прославляют своего народа. Вот Андриан Николаев, он прославил навсегда своего народа. Я хочу вам сказать, то, что связывает нас, палестинский народ, святая земля Палестина, родина Иисуса Христоса. Человек, пророк, который подарил миру мир. У него не было ни Министерства культуры, ни Министерства обороны, ни Министерства образования, ничего не было. У него было слово, у него было доброе слово. Он подарил миру мир. И этим 2000 лет прошло после того, как его распяли, и до сих пор большинство жителей земного шара ему верят. Покажите мне на одного президента, на одного короля в мире, чтобы его народ, не то что большинство жителей Земли, поверили ему не 2000 лет, а хотя бы 5-10 лет. Конечно, надо быть главным, быть человеком. Я хочу пользоваться случаем, что мы отмечаем в этом году 75-летие с датой Великой Победы во Второй мировой войне. Гитлер хотел стереть с лица земли гордая столица Советского Союза Москва. Хотел стереть с лица земли Ленинград. Хотел стереть с лица земли Сталинград. И вы знаете, за первые 3 месяца 2/3 СССР был оккупирован. 3 800 000 военнопленных советских попали в руках фашистов. 40 000 городов, поселений, деревень были стерты с лица земли. Что остался у советского народа? Остался свою волю к победе. Они не могли выдержать, что их родина оккупирует. Стирают с лица земли. Эти города, которые стерлись, это не просто кварталы жилые. Там же памятники культуры, там же театры, там же музеи, там же история, там все. Ваши более 27 миллионов героев, которые человечество еще не знало, такого героизма, показали всему мировому сообществу, весь мир, как можно любить свою родину, как за нее можно сражаться. Отдали самое дорогое, что у них есть. Жизнь, которая у них была отдана один раз, чтобы жить и радоваться. Пусть весь мир узнает, который сейчас готовит к развалу Россию. Они хотят по модели, как развалили Советский Союз, чтобы Россия тоже развалилась. Что на колени никогда никто Россия не поставит. Россия останется великая, гордая и всегда отобьет каждого врага, кто попытается ее унижать. И еще, дорогие друзья, хочу поблагодарить от всей души
Иван Яковлевич Яковлев, большой друг палестинского народа. Этот патриарх чувашского народа, который был член общества «Дружба» между Россией и Палестиной, отправлял своих учеников в Палестину и платили ежегодный взнос в это общество «Дружба» 25 рублей. Сегодня вместе с вами официально Палестина отмечает День культуры. Сегодня День культуры государства Палестина. И сегодня день рождения величайший палестинский поэт Махмуд Дарвиш, большой друг Советского Союза, лауреат Международной Ленинской премии мира. Мы с вами, мы вас любим, мы хотим, чтобы вы всегда жили в мире, в дружбе, в солидарности. Наша цель, наша задача — сделать наш мир лучше, добрее, честнее и подарить его нашим детям и внукам в самом красивом, чистом виде, как это всегда хотел увидеть Николай Николаевич Дроздов. Спасибо вам большое. Доктор Басам Фатхи Аль-Балауи сегодня празднует свой день рождения. Мы его горячо поздравляем, желаем счастья, успехов и благополучия. Анатолий Степанович Шакин, Хайхоин Хорубе, Кунзакизе, Юра Тарзабазе, видела Юра Забазе. Ну, выходите, киске бузи был. Тогда бузина. Пара Шакин Галинман, Шакакман, Тохромушкинега, Пувунмушкинега. И, наверное, Александр Владимир Александрович, он помогал был полететь, ако дом культуры подо парня, теперь подо Коколин музейный. Раз. Вот глава последняя. Слово предоставляется чувашской поэтессе, прозаику, драматургу, журналисту, лауреату Государственной молодежной премии Чувашской Республики в области литературы, культуры и искусства, лауреату премии имени Миты, лауреату премии имени Элигера, лауреату Республиканского конкурса театрального искусства Чендерля Чаржав Марине Федоровне Корягиной. Кашни жинже пиде хыдых болғанадып сире курмас сирень. Паяны бе республика бушлығы бебірле келнетші. Оның программе пуян. Тада да каймалатшы он бабірле. Анжа хепсін бада юластерім. Азырғары деп. Вырынзын жеш. Ептірадып. Мансирин умра трас келен. Езір міле вот Николай Николаевич Дроздов, Лев Пантелеймонович Кураков умынде міле хизеплезе сумласам сене урашине додан. Вот чамбеге епсирин умра пышадайса, урашинде дырзайыр терестерім. Мәжінде сен перін умра паян. Варшыва тыл ветераны земле был, вада сумлышын земле был. Тада кашне турхан шиннине илес бузанда, вол маншын чималданах пысып варттанах. Мәжінде сен ебі манға біле келеген земле бұл кашне жынже. Алексей Коколин пулдарулықне оннан ас тезе. Керет бір бұнда. Сирен урла. Тень сире турхан сем, сирен выхвадра оннан ас тезе, и бир Алексей Коколе түпчет бірде бұл. Бұл бір-бірін беші қынна. Астывады тұрғана чималдан келнене. Незір біледірін епкех бүртхері. Падрел шережінде хүсіне. Яланақ пәлі тұрған зем, кам зем еккенне. Анжақ, чималдан Коколь пленерне келсесін, бұғадыпта, школ жүрчі, әті азын жезебек, мұрамыр урайлы мар, сенізем қапмар мар, икеше ташлы мар. Анжақ ұштауым фойы, ұшта хватит, шин зенде, яланақ шин ран келеді.
Езер день кашни же туймастырда бол. Еп немге туман ведь ха, еп кукуле курманда деме булдарадыр. Щук. Умбек мар. Вол сирен вол арва куш сабраган, темле вол уйрым сывылшрагына туйнаган. Немлес махпа галаза онландырмаламар, темле вол уйрым хват вол. Шагында бурри. Лев Пантелеймонович Смахран кашни жинче Владимир Александрович Паберле кирет кунда. Сирнюма тухса калашать, вахат тубать. И посен день яланах теренеп. Весем тепер жүхне ядырласа бахап энциклопедия учса, межем шолда журалны чыгарзым десе. Прехман загаяп. Машин десем хозяин шамрык лохебе терендер зыдраща. Весем тепер жүхне Проберечтума выхватить мезесен, и возведение азайлепке, шагмех хамарн уникалла ендешсене. Вазем кунга аша ыштагын ашетсем міле ышкына думашы. Пара хавгалан загаян, выйдубан, пурунма, ышлеме. Аза келет, тада сире вот кашни жул, келзе, передачесем үгерне май, пленерзене келзе. Аса келет шақ саман. Иртне мердех бол, пенеда хоржар тоғыр бұныл тұмышылда, ебе бір кинофестивальде балашым Цихидон фильмын бір версине өгерне режиссерба Оскар Анатольевич Никич Крильчевский бе, ебір тұслар сағайырмыр. Авал Ленинград Райжурал Союзне термеле пызык интеллигент, пызык чулыскер. Умба калаш саудат парда кайрантада де бір фестивальде мускара прибузан был мамба едараса тербульджеде. Пледени Марина дед. Ебе дед чваш халы гуменде меншен пушмада япте. Весем асла отечественный варчи вагоденде. Эвакуацине кильня ман юмуксине билимрен шолчешти. Шаумба ебе чваш халы гуменде эмер пушада ядапте. Шав самантаса келчі. Езер Турганымсем, шав чваш халыхинде нигам педерейми хавала, немле урым-сурым саманады, сәврелдерме бұлдарайман, шав туюма, езір міле усрама бұлдарадыршы. Тәлінзе педерейместі, пайегін әшетіневет шав туюм бұл. Еп шавна пленерда көрдім. Кейлерен, хонанай сәгайадыр. Сирен сори деду бунать, шагырдывары деду бунать, инжетрен дельный художник сем вали. Шувар ревет, эщи. Езер пәдемешеге брахса, васен ешынадыр, пырзагурадыр, ошызмақсем галадыр, телендередір, васен сирен юрлывать хакураща, кам волчваш халыхе, мінлескер был. Онда келерен смахран, кам пир, тердет, кам шумарлазыларат, шап элехишсене, хамыргеласене, үгертередір, шана чытсаларға, сүйеде бет темеше күн. Езір түзедір, онадар. Мәжіндесен бұл пирин халыға, тіндене қыларған пұлым шағыды. Калашса бідерейми, тавдуса бідерейми, тайма бұшым сире, табақ сире, жоқ. Тымарне, шав тымарне петме бамаржын, шав тымар деген не был, шырзесін, жышсасын, үкті пәдет. Шаумбайбе, сирен, шав чәрі тымарлықра, әненсе, пәледіп, шанадып, малашнеде, кокілбек. Падрел жернегі намар, чваш жернеде, ращей жернеде, чваш ядебе, шеклеген, Ачасем шак ялдамалашниде шуралза үзесе. Тайма бұш. Бүгін алашықсы таудыға күреке егіна зіне шәнде ұшыда қымылы салам зеңжай.
благодарственным словом от имени участников торжественного мероприятия спешат выступить родственники Алексея Афанасьевича Кокеля: Виталий Петрович Сергеев, Николай Петрович Сергеев, Альбина Дмитриевна Куракова, Аркадий Андреевич Кокель, Маргарита Арсентьевна Федосеева, Людмила Владимировна Федосеева, Андрей Владимирович Федосеев, Константин Викторович Кокель. Мы всех их под аплодисменты приглашаем на сцену. Аркадий Андреевич Кокель. Виталий Петрович Сергеев. А кто это скажет? Сейчас, в конце скажу. Федосеева Маргарита Арсеньевна. Андрей Владимирович Арсеньев. Людмила Владимировна Федосеева. Они приехали из Москвы. Маргарита Арсеньевна, так же, как и мы, есть внучатая племянница художнику Алексею Афанасьевичу, дочь Анны Ивановны Кокель. Прошу прощения. Человек очень заслуженный, кандидат фармацевтических наук, ровно как и дочь Людмила Владимировна. Пожалуйста. Поняли, наверное, это мать и дочь кандидаты фармацевтических наук из Москвы. Уважаемые односельчане, правильно я говорю? Уважаемые односельчане, мы, узнав о том, что планируется такое мероприятие, мы решили во что бы то ни стало приехать сюда. В прошлом году из интернета мы узнали о наших родственниках более подробно. И вот сейчас мы здесь, на этой прекрасной, доброжелательной семье, приходится вспоминать о том, что было и что сейчас народ доброжелательный, чувашский народ принимает такое количество гостей. Спасибо вам за гостеприимство. Спасибо за теплые слова. Теперь моя очередь. Я там, когда открывали музей, тоже выступил. Ну, я 2-3 слова скажу. Тарханов родился. Тарханов в школу пошел в 1938 году. Представляете, когда? Сколько лет прошло? Прошло 82 года тому назад это было. Вот когда я начал учиться. До войны. Война началась, когда мне 11 лет было. Война кончилась, мне было 15 лет. Вот и представляете, что было, когда было мое детство. Детства у меня не было. 14 лет лошадь дали, работать. 12 лет сказали, полоть надо в поле, иди, пошел я. 13 лет сказали, звено организовали по выращиванию коксагыза. Такое растение есть. Я пошел, в звене работал, начиная с мая месяца по сентябрь месяц. Продолжительное время. А потом дело немножко пошло лучше. Война завершилась в 1946 году, 1946 году. Страшная засуха была, как в 1921 году. Ни картошки нет, ни зерновых нет. Выдержали. Страна выдержала. И мы выдержали. За эту работу во время войны мне дали медаль за труд года за самоотверженный труд в годы Великой Отечественной войны. Таким образом, я ветеран Великой Отечественной войны, ветеран тыла.
Окончил я педагогический институт. У меня стаж работы 48 лет, 6 месяцев и 3 дня. Из них 19 лет директором школы работал, 10 лет в Новочебоксарском горисполкоме заместителем председателя горисполкома работал. У меня вот большое богатство. Я очень богатый. Богатый детьми, своей семьей. У меня 2 дочери, у меня 3 внука, у меня 6 правнуков. Да и что будет? Семья прекрасная. Моя семья состоит из 16 человек, считая и зятьев, считая и снох, и все вместе взятые нас 16 человек. Живу в Новочебоксарске, пока еще живой, без палки хожу. В этом году исполняется, ну как бы вам сказать, порядочных лет, конечно, 90 лет. Я очень рад, что меня приглашают на такие мероприятия. С большим удовольствием, душевным удовольствием я приезжаю сюда, в свое село. Это мое село. Мне хочется, чтобы это село продолжало и дальше нормально работать. Особенно, когда уже мы узнали с детства, что у нас есть такой дядя, брат моего деда со стороны матери. И вот сюда перейду. Уже все, есть, далее. Я узнал, что у меня есть дедушка и дедушки брат. Это мой дядя будет. Мне мать говорила, ку-ку-сан, ку-ку. Вот. Он художник. Я узнал это перед войной. В войну я узнал получше. После войны уже еще лучше. В одно время забвение он был. Вот как уже выступали очень многие. Это правильно сказали. Мы, благодаря, я уже там на митинге выступлении говорил своем, могу повторить. Вот они тут. Вот он, Коля, мой брат. Вот это Владимир Васильевич. Вот тут Куратов Лев Пантелеймонович, Селиванов. Многие. Спасибо им. Это же прекрасный музей будет, я считаю. Красиво смотреть на сегодня. И еще раз хочу повторить. То, что еще в очереди есть изучение жизни и творчества, не могу сказать, это не творчество, но службы Германа Святого. Святою, это надо знать, кто святой у нас из Чувашии. Да почти нету. И это очень большое значение. Найдется, наверное, найдутся энтузиасты, и он будет у нас такой же знаменитый, как наш Алексей Коколь. Благодарю тарханцев. Мои вы хорошие, любимые люди, свои люди, свои. Я уже там говорил в Харькове. У меня есть письмо, адресованное деду. Отправил письмо Алексей Афанасьевич Кокель в 1923 году. Чуваш Владимировна, на чувашском языке. Он там спрашивает, что известно, будут ли открыты в Чебоксарах учебные заведения, которые вы готовили художников. Если что-нибудь будет известно, пожалуйста, мне сообщение, значит, отсылайте. У нас в республике есть и художественное училище, и художников готовит. Республика своих деятелей искусства, художников уже готовит. Как бы, скажем, его мечта здесь была. И еще один нюанс. Я думаю таким образом, что сегодня 140 лет Алексея Афанасьевича вместе с нами он также празднует это. Вместе с Анной Афанасьевной. Прекрасная у него жена была Анна Афанасьевна. Она меня называла, говорит, англичанин пришел, когда
в отпуск, то есть не в увольнение ходил. Какой же я англичанин? Лицо, говорит, вытянуто у тебя, не чувашское, говорит. Потом однажды в увольнение, я на этом не закончу. В увольнение пришел мне, говорит, но англичанин, сейчас, говорит, будем воевать с прусаками. Я говорю, какие прусаки? Я говорю, их не знаю. Вот немцы в Пруссии были, татар, восточный, все. В целом сама Пруссия. Ты не знаешь, говорит, до сих пор. Сейчас вот с верхнего этажа ко мне, говорит, прусаки пришли. Оказывается, тараканы напали, они красные и все остальное. Все, давай будем вот друг от друга. Чрезвычайно с юмором большим была и чрезвычайно интересовалась жизнью и республики. Большое вам спасибо за сегодняшний вечер, за сегодняшнее мероприятие, решение тархановцам, устроителям, организаторам и всем. Тогда будет. Продолжаем праздничный концерт. Встречайте. Луганянцы Келюняси исполняет народный ансамбль Умарина. Это по-русски
историков. Альтернатива вот к этому. На сцене хоровая сюита в обработке Германа Лебедева из произведения Федора Павлова, Степана Максимова, Василия Воробьева «Весенние напевы Шурхи Кевезем». Дирижирует заслуженный работник культуры России и Чувашской Республики, почетный гражданин Батревского района Анатолий Шагин. Аккомпаниатор заслуженный работник культуры Чувашской Республики Петр Никитин. Уян концертне вишлет бертавдам жертек перзерет вайнгегом тюрюберле саванма камал тунежен. Сывою ларник ренте претель булычей. Дай Бог вам процветания,
чтобы ваша земля наполнялась еще большими знаменитостями и героями нашей современности. Успехов вам и процветания вашей земле. До новых встреч! Давайте, Катя, поблагодарим.